по теме цифровизация, повышение качества обслуживания налогоплательщиков, модератор Куаныч Талайбекович Шатимиров, советник министра цифрового развития Кыргызской Республики на общественных началах. Спикеры Адилет Садырбекович Тумабанаев, заместитель председателя Государственной налоговой службы Кыргызской Республики. Атай Гамалович Саранкулов, член Ассоциации электронной коммерции. И Эдуард Климович Турдалиев, заместитель генерального директора ЗАО «Альфа Телеком». У нас сегодня атмосфера. Рад, что мне вот предложили отмодерировать. Мне кажется, очень актуальную и интересную сессию, потому что на самом деле у нас, до этого уже говорили, очень выгодные налоговые условия в части ведения бизнеса. Но у каждого из нас есть знакомый, либо знакомый знакомого, который, может быть, не все, но часть налогов не платит, мотивируя тем, что ой, ну его эти очереди, эти справки, эти кабинеты, это неудобно. А вот если бы это было все удобно, если бы это все было быстро и доступно, как раз таки это мы и хотели бы обсудить с участниками панельной сессии. И первый вопрос хотел бы задать Адлету Садырбековичу, заместителя председателя налоговой службы, как раз, который курирует блок цифровизации. Адлет Садырбекович, у нас до этого Алтынбек Ханыбекович в самом начале говорил то, что сейчас у нас очень хорошие цифры, динамика роста сборов налогов, да, почти в 1,5 раза в динамике, если относительно прошлого года увеличилось количество сборов налогов. Это на самом деле не может не радовать, потому что эти деньги идут на повышение заработных плат, на строительство школ и так далее. Цифры впечатляют. Но чем вы можете на сегодняшний день похвастаться из того, что уже есть, в части того, именно чтобы обеспечить хороший уровень взаимодействия с налогоплательщиками, в части повышения качества взаимодействия с налогоплательщиками через призму и инструменты цифровизации? Да, спасибо большое, спасибо за вопрос. Наверное, начну с небольшой предыстории того, что вот последние 2 года мы очень активно начали процесс цифровизации. К сожалению, из-за того, что долгое время не было таких прогрессивных решений в налоговой службе, накопилось очень много проблем. Да? Это в первую очередь администрирование было полностью ручным, бумажным, и необходимо было увеличивать поступление в бюджет, и поэтому вот последние 2 года мы очень сильно упор делали на развитие своих внутренних систем, да? То есть оцифровку своих бизнес-процессов, это и уход от бумаги, это и уменьшение коррупционных факторов, да, в нашей службе. Ну и самое главное, наверное, проект Smart Salon, который здесь указан, это третье и самое главное, это переход на сервисно-ориентированную службу, да, то есть как вот до этого все отмечали, чтобы уйти от этих справок, уйти от этих бумажных всех взаимодействий, очередей. Но так как с 2020 года мы начали внедрять, вот первый большой компонент был электронные счета, фактуры, вот остальные вводились. 2022 год у нас вообще предполагалось, что мы оцифруем порядка 44 бизнес-процессов взаимодействия с налогоплательщиками. То есть начиная от всех заявлений, от всех справок, от всех решений налоговых, то, что сейчас приходится ходить в налоговую, бегать, да. И были хорошие планы, часть планов мы, например, начали уже реализовывать, то есть какие-то услуги не только в электронном виде, а не только в нашем личном кабинете, да, то есть мы даже некоторые услуги начали давать другим участникам, да, например, банкам, тем же вот сотовым операторам, к примеру, да, начисление. Вот, электронный патент можно получить не у нас в личном кабинете, а в приложениях. И некоторые вещи запустили, а с начала года, как появился новый налоговый кодекс, мы в авральном режиме начали дорабатывать свою отчетную форму, да, вводить новые системы, там, как налог на Google. Это отняло у нас, наверное, очень много времени, и вот до сих пор у нас есть некоторые доработки, об этом мы говорили, да, погрешности, которые мы до сих пор устраняем. Но в то же время вот получилось так, что вот сервисная часть, где налогоплательщики, население должно было увидеть, насколько
мы стремимся, да, к упрощению ко всему, вот эта часть немного отодвинулась. И я вот очень надеюсь, мы строим планы, что 23-й год мы на первое место выведем уже сервисность нашей службы, да, улучшим, создадим новый личный кабинет, уже создали, там, некоторые налогоплательщики уже в новом личном кабинете работают, сейчас новый сайт будет запущен. То есть попробуем, не постараемся все наши взаимодействия перевести в электронный формат. А вот новый кабинет налогоплательщиков, о нем сказали, это, наверное, главная точка входа в налоговую для налогоплательщиков, кабинет налогоплательщика. Новый кабинет, он чем отличается от старого концептуально? Ну, во-первых, старый кабинет был разработан почти 10 лет назад, многие вещи пришлось перерабатывать. Мы присоединили, к примеру, интеграцию с кадастром, с движимым, недвижимым имуществом, да, то есть можно будет свое имущество уже в кабинете посмотреть. Ну, более, как бы, для налогоплательщиков более приятная, более удобная, наверное, работа будет в кабинете. Кроме того, мы туда будем сейчас прикручивать уже оплату налогов, да, то есть взаимодействие с банками, QR-платежи, чтобы можно было бы сдать отчет и сразу же, не выходя из нашего кабинета, там, заплатить сразу же за налоги. Будет версия приложения, то есть налоговой службы, где то же самое, в принципе, если вы на едином налоге или на патенте, чтобы мы могли отправлять вам уведомление, что пора обновить патент, или у вас за этот месяц, в принципе, если вы работаете на ККМ, мы можем вам посчитать сами налоги. Да? Вот Нурлан Джумалевич до этого говорил, основная цель, наверное, помочь налогоплательщикам просто заплатить. Да? Пришло пуш-уведомление в телефон или в личный кабинет, у вас такой-то оборот, там 3%, к примеру, единого налога составляет такая-то сумма, хотите заплатить? Нажимаешь «да», прикрепляешь карточку и все, ты оплатил. Да? То есть и даже не надо будет сдавать отчеты. То есть у нас вот такие хорошие, наверное, намерения, ну и это все будет в новом личном кабинете. Спасибо. Вот следующий вопрос хотел бы задать Эдуарду Климовичу. Вы как заместитель генерального директора ЗАО «Альфа-Телеком» или Мегакома. У нас Мегаком это не только крупнейший налогоплательщик, не только крупнейший сотовый оператор, можно сказать, крупнейший национальный такой IT-гигант национального масштаба, да? Но вы также являетесь крупнейшей госкомпанией, которая, безусловно, несет определенную социальную роль, социальную нагрузку. Ну, это нормально, как и в любом государстве. И вот с учетом имеющихся у вас ресурсов, цифровых инструментов, какой вклад на сегодняшний день Мегаком вносит в части повышения качества взаимодействия налоговой и налогоплательщиков через призму цифровизации? Спасибо большое за вопрос. Добрый день всем. Я чуть шаг назад сделаю перед тем, как ответить на этот вопрос. Это, наверное, самые сложные, но самые счастливые 3 года в моей жизни, потому что это на самом деле крутой инновационный проект, который налоговая служба сделала с Марцелым. Сейчас можно чуть с улыбкой об этом говорить. В какой-то момент было очень не смешно, команда переживала, было очень трудно, потому что инноваторы, которые делают изменения, они на самом деле тоже страдают, сомневаются. Мы строили очень много гипотез, проверяли их и сами до конца в некоторых решениях не всегда были уверены. Но инновации, они по-другому идти не могут. Надо опробировать, надо рисковать. И поэтому я хотел бы в первую очередь поблагодарить налоговую службу за, наверное, волю и смелость. А наших партнеров, особенно бизнес, за терпение и поддержку. Но в любом случае мы все хотим построить наш современный и сильный Кыргызстан. И перед тем, как мы все это начинали, самый главный, наверное, ответ, на который я хотел бы найти, это включить свет в этой темной комнате. Это часто бывает так, в турбулентности, ты не знаешь, ты или падаешь, или взлетаешь, у тебя где вверх, где низ, где право, где лево. И поэтому вот для экономики нашей страны, для принятия качественных государственных решений надо было включить свет в темной комнате. И наконец-то честно ответить, а сколько у нас кошек и мышей в комнате. Вот. И вот эти цифровые инструменты, когда строились, в первую очередь для того, чтобы ответить на вопрос, а что же у нас происходит в экономике, в налогах и так далее. Поэтому
Мы сейчас за Wi-Fi Telecom реализуем два главных компонента Smart Salima. Ну, не два главных, извините за рекламу, одни из компонентов. Первый из них это маркировка. Маркировка тоже была непростая. В мире есть две школы борьбы по маркировке. Это классическая школа, которые хотят маркировать с помощью полиграфии большую контрабанду, да, в Узбекистан задержали наши силовые органы. То есть эта проблема полиграфии всегда возникает. И есть вторая школа, более современная, это идентификация цифровым способом. По мне она больше заходит, потому что она имеет больший потенциал, большую гибкость и быстроту, да, развертывания и так далее. Ну, самое главное, что мы сделали. В январе 2021 года запустили маркировку обуви, и в мае 2021 маркировку текстиля для поддержания экспортного потенциала наших производителей в Российскую Федерацию. И с 1 июля 2021 года мы запустили маркировку продуктов, подакцизных продуктов, которые должны быть под особым административным контролем. Это табак и алкоголь. Ну, следующий наш этап. Мы хотим в ближайшее время организовать систему прослеживаемости движения этих товаров уже внутри Кыргызской Республики. Уже пилотируем эту вещь и, конечно же, вывод из оборота. Интересный случай по ККМ происходит. Всех эта тема волнует. Я хотел бы напомнить, какая проблема была на рынке 2 года назад. И что мы сломали на самом деле. Стоимость ККМ 16 тысяч сом. Аппаратные ККМ продавались монополистами. Чтобы продать его, надо было зайти в правительственный реестр решением Кабинета министров. Ну тогда постановление. Представляете, какая монополия была? Регистрация ККМ занимала 3 рабочих дня. Сейчас появились бесплатные ККМ, конечно, с сервисным обслуживанием, которые там регистрируются в течение от 15 до получаса в любом, даже у сотовых операторов практически у всех есть. И самое главное удобство этого всего. Вот этими двумя компонентами мы занимаемся, и хотелось бы сказать о том, что нельзя на этом останавливаться, надо идти дальше, потому что в итоге это все про сильную и конкурентную нашу страну. Спасибо. Спасибо, Айдар Камач. Ну, очень интересно. Я знаю еще то, что у вас много работы ведется по заведению возможно, услуг и сервисов, которые, о чем говорил Аглес Адырбекович. Ваше приложение Мегапэй, то, что там можно и патенты купить, и налоги оплатить. И это, оно не менее популярно, чем когда получают патенты и оплачивают налоги уже непосредственно через сам кабинет. И это не может не радовать еще раз. Следующий вопрос хотел бы задать Атаю Гурмаловичу, это член Ассоциации электронной коммерции. У нас сейчас сфера электронной коммерции, она, наверное, переживает такой самый активный этап развития. Да? Столько внимания, сколько Якому сейчас уделяется, никогда не уделялось. Конечно, это не без последствий распространения коронавирусной инфекции, да, то, что все поняли, то, что можно работать удаленно, что и над чем работает Яком. У нас был принят целый закон по электронной коммерции, был принят отдельный налоговый режим для членов электронной коммерции. Наверное, тоже очень символично, что если не ошибаюсь, где-то месяц назад, да, здесь же проходил большой форум тоже по электронной коммерции. И вот на этом фоне, вы сейчас очень много внимания к вам, вы сейчас хорошо развиваетесь. Вот каким образом, я не касаюсь сейчас налоговых ставок, я сейчас именно касаюсь, каким образом вот этот новый формат цифрового взаимодействия между налоговой и налогоплательщиками влияет на развитие Якома. Может быть, если есть даже какие-то конкретные примеры. Да, спасибо большое. Всем доброго дня, коллеги. Большая честь присутствовать на панельной дискуссии в этих рядах. Вот. Ну, вообще, хотелось бы отметить эту инициативу положительным, да, положительной оценкой. Здорово, что налоговая идет в разговор, в диалог с бизнесом, с другими структурами, которые помогают, опять-таки, нам совершенствоваться в разных направлениях. И очень важно, если мы говорим про налоговую службу, потому что при слове налог все мы понимаем, кто-то ближе знаком, кто-то меньше знаком. Это всегда страшно. Это надо признать. Когда говорят налоги, ты представляешь, что это очереди, это что-то с кучей бумаг, это не знаю, это будет персональные, возможно, да, это недовольные, возможно, сотрудники налоговых, которые в окошках сидят и где-то что-то могут тебе недорассказать и так далее. Ты теряешь, ты не знаешь, куда обратиться.
Вот, исходя от этого, мы как бы, да, сейчас отмечаем вот вопрос о том, что развитие электронной коммерции. Сейчас есть новое поколение предпринимателей, которые вот, проводят свою деятельность только исключительно в интернете. Они даже не ездят куда-то на склады, они не контактируют со своими покупателями физически и так далее, и так далее. Вот для них очень важно это присутствие в онлайне всех структур, которые помогают ему вести свою деятельность, в том числе и налоговую. Если мы говорим про показатели, а здесь Эдуард Климович меня поддержит, мы видим большой, просто космический рост потребления интернета через мобильное устройство. То есть там в течение, по-моему, последних 3 лет взлет был просто колоссальный. Опять-таки мы там, да, про влияние пандемии, которая случилась, к сожалению, в 2020 году. Вот, это было толчком как к развитию там, да, электронной коммерции, так и к развитию такого слоя предпринимателей молодых, которые там стремятся зарабатывать деньги. И это опять-таки под влиянием больших маркетплейсов российских, которые заходят на рынок Кыргызстана. Сейчас вот через раз мы видим рекламу ребят, молодых тренеров, которые там предлагают свои курсы, как зайти на маркетплейс, там, Wildberries или Озон, и начать торговать и зарабатывать деньги. Это очень здорово, что вот эти вот инициативы для молодого поколения, они там, да, присутствуют. Вот. Другой вопрос, когда ты сравниваешь инструменты, которые у тебя есть от представителей бизнеса, допустим, это электронные кошельки и, там, я не знаю, там, банки, и тут же ты сравниваешь те инструменты, которые тебе предоставляются государственными структурами, ты понимаешь и видишь колоссальную разницу. Сейчас вот, да, Адилет сказал, что есть некая дорожная карта, и есть уже готовые решения, которые будут реализованы. Я очень рад слышать, что вот будет скоро и мобильное приложение, и новый личный кабинет, который эти вещи упростит. В текущий момент это очень актуально. И очень здорово, что мы идем в ногу со временем. Я говорю сейчас про налоговую, да? Вот. Если про инициативы, то мы в рамках Ассоциации электронной коммерции там, лет 5-6 назад уже начинали разговор о том, чтобы ввести специальный налоговый режим, и это здорово, что налоговая пошла навстречу, выделила отдельно электронную торговлю. Да, сейчас вот действует, и многие предприниматели очень интересуются этой темой и вступают. Но там есть некоторые, конечно, примечания, но это как бы отдельная тема для разговора. Вот. Касательно вопроса вашего, да, как вот, инициатива там, со стороны нашей ассоциации, со стороны там, электронной коммерции была воспринята налоговой службой. Был вопрос, как оформлять курьеров, которых сейчас достаточно много в службах доставки. Это там, конкретно мы говорим, там, Number Food, это и Глова, и другие, да, более мелкие службы доставки. Вот как их оформлять? Их достаточно много, это большая армия людей, которые зарабатывают ежедневно и так далее. Вот налоговая служба пошла навстречу, и сейчас как бы есть отдельный патент, сейчас ребят оформляют, и они могут там, да, выполнять свою функцию непосредственно. Поэтому очень здорово, что вот мы сегодня собрались и обсуждаем вот такие вещи. Я надеюсь, что наши все пожелания, все наши, наверное, молитвы будут услышаны, и вот мы там, да, будем двигаться бок о бок с налоговой. Это, в принципе, сейчас происходит, но я думаю, что это будет еще быстрее, еще и диджитализировано, как сейчас модно говорить. Спасибо. Да, ну, про молитвы, налоговую службу, это, конечно, сильно. Можно я добавлю по электронной коммерции? Сейчас как раз таки, вот, может быть, многим будет интересно. Уже в тестовом режиме мы запустили стенд, прямую интеграцию, к примеру, с Яндекс.Такси. Например, на сотруднику, не сотруднику, а таксисту не надо применять отдельный ККМ. Когда он нажимает «Завершить поездку» в приложении Яндекс, эта информация напрямую поступает к нам на сервер, да, к примеру. Это в тестовом режиме заработало, мы видим все поездки. Сейчас мы подгоняем наши местные таксопарки, чтобы тоже присоединились. Сейчас начали, вот по Глово тоже сказали, чтобы каждый раз не выдавать чек, например, с ресторана отдельно, за услуги Глово отдельно, чтобы патент не приобретать отдельно за курьера.
Мы, в принципе, можем это тоже автоматизировать. Сейчас вроде бы переговоры с главой идут. То есть, как только заказ приходит в приложение, нажимает «Да, заказ оплачен», все, формируется автоматом чек отдельно для курьера, отдельно для ресторана. Мы можем автоматически выдавать патенты, если он заканчивается. То есть это уже работа в тестовом режиме уже полностью идет. Да? То есть я думаю, в скором времени, после Нового года, мы можем уже запуститься на бой. И вот до этого вопросы были по интеграции ККМ. Мы ККМ не то чтобы даже интегрировать там какой-то ККМ с нашим сервером, мы в целом можем дать открытые протокола, то есть любую систему, не обязательно это будет аппарат, да, то есть любую учетную систему можно будет заинтегрировать с нашим сервером, и каждый раз, когда какая-то оплата проходит, услуг, товаров, не надо будет даже задумываться о том, что надо выбить чек. Это будет все автоматом регистрироваться, и в конце месяца в нашем личном кабинете по ККМ, к примеру, можно посмотреть свои обороты. Там же мы, вот, как я говорю, мы будем добавлять оплату, то есть в принципе можно уйти, в итоге можно уйти на автоматическое начисление налогов без сдачи отчетов, да, это e-коммерции, мне кажется, очень сильно касается. Да. Спасибо за комментарий. Я вот заметил на подобных форумах, сессиях от представителей различных государственных органов очень много всегда говорят в будущем времени. Вот мы хотим, вот мы планируем, вот мы сделаем. Ну, без этого никак, да? И вот здесь хотел бы Адлет Садырбекович уже такой к стенке прижать вас, сказать, вы вот сказали, 23-й год вы ориентируетесь в переход на сервисный формат взаимодействия с налогоплательщиками. Тут, если это на самом деле так, то в 2024 году, я уверен, вот когда, если эта площадка она будет ежегодная, мы все стоя вам поаплодируем. Но сейчас, чтобы быть вот конкретнее, в 2023 году можете сейчас вот на публику сказать, какие конкретные примеры, инструменты, новые какие-то системы вы планируете запустить вот до конца 2023 года, не заходя вперед, что мы в скором времени получим и чем сможем воспользоваться. Ну, в первую очередь, тут мой коллега Владимир Валерьевич тоже говорил, мы уже начали работу по регистрации индивидуальных предпринимателей, чтобы не ходить в налоговую, чтобы зарегистрироваться, мы уже сделали онлайн-сервис. Можно будет через электронную цифровую подпись зайти на сайт налоговой, зарегистрироваться. Да, это в тестовом режиме мы запустили, ждем сейчас нормативно-правовой акт, который нам позволит уже в боевом режиме это все запустить. Это примерно когда будет? Постановление Кабинета министров, ну, я надеюсь, до Нового года. Жалко, надо было лишь шел, да? Ну, это во-первых. И далее мы хотим дать возможность не только заходить через наш кабинет, как я говорил, да, мы хотим, например, банкам тем же отдать этот функционал, чтобы, если человек хочет начать бизнес, там, взять кредит в банке, он приходит, сейчас банк говорит, иди в налоговую зарегистрируйся, там, покажи свой патент. Мы хотим в 2023 году, чтобы налогоплательщик, физическое лицо просто приходил в банк его регистрирует, ставит на налоговую регистрацию, сразу же выдает кредит, там, сразу же выдает там, электронный патент, к примеру, да, то есть изначально даже с первого шага, чтобы он мог даже не приходить в налоговую службу. Это вот самое первое, да, то, что мы планируем. Второе, наверное, вот до этого тоже говорили по имуществу. Мы хотим автоматизировать уплату, да, там, дать уведомление, у вас наступил срок уплаты по 3 вашим машинам, по 1 квартире. Налог получился такая-то сумма. Сейчас как делают, да, все заходят на наш сайт, включают калькулятор, там, смотрят это все, считают, потом идут в приложение платить. Мы можем, в принципе, тоже сделать так, чтобы, если вы, скажем, у вас есть тот же Мегапэй, там, О-деньги, мы можем отправлять вам уведомления, то есть хотим, да, уважаемый там, Адилет Садырбекович Банаев, у вас там срок уплаты по налогу автомобилей столько-то, у вас количество, сумма столько-то, готовы оплатить, нажимаете кнопку «Да», то есть не заходя даже на наш сайт, и это все автоматом выплачивается. Вот 23 год, вот такие планы по регистрации юрлиц тоже сейчас ходят сперва в Министерство юстиции, потом приходят к нам, мы тоже хотим это все автоматизировать, сделать электронно, чтобы к нам не приходили. Да, вот. Это самые первые, наверное, шаги, которые в первую же очередь вот в первом квартале будет 2023 года. Ну и адаптация личного кабинета, да, то есть это
все сервисы выдать любым желающим, чтобы бухгалтерские системы работали напрямую с нашими системами, чтобы, как сейчас, выгрузка в Excel вариант, загрузка Excel варианта не было. Вот такие вот мелкие вещи, на самом деле, которые помогут бухгалтерам более удобно работать с налоговой службой. Ну, я загибал, вы 4 вещи назвали. Я вам потом это вспомню. Спасибо. Следующий вопрос тоже отдаю. Вот вы вот услышали то, что сегодня сделала налоговая, то, что планирует в 2023 году. И у вас сейчас тоже есть вот уникальная возможность на этой площадке публично сделать какой-то, может быть, у вас какие-то есть предложения по новым каналам, по новым технологиям или форматам развития взаимодействия между фискальным органом и налогоплательщиками, что можно было бы реализовать и что, на ваш взгляд, помогло бы, дало бы толчок к дальнейшему развитию не только, может быть, отрасли электронной коммерции, но и в целом экономики. Да, спасибо большое. Здесь, наверное, я добавлю по части блока информационного характера, потому что на текущий момент мы вот и в рамках Ассоциации электронной коммерции, и в рамках нашей отдельной компании, которая является членом ассоциации, получаем очень много запросов от предпринимателей, которые мигрируют сюда из России. Вот. Заходя к нам, они первый вопрос задают: так, ребят, хорошо, понятно, вот с Кыргызстаном теперь мне важно понять, как мне оформиться, какой формой регистрации. Естественно, какую-то поверхностную информацию, какой-то блок первый, мы даем со своей стороны. Но далее направляем уже в налоговую, чтобы инстанция, которая за это как раз таки отвечает, была тем органом, которая предоставила на основании его текущего положения всю информацию, как ему оформиться, где оформиться далее. Вот поэтому мое, наверное, пожелание, так как у людей очень часто возникают вопросы, наверное, сделать более информативным сайт налоговый, если мы говорим про текущие какие-то актуальные тренды. Вот, чтобы для людей поиск информации был легким. Потому что как платить налоги — это отдельная история, это про текущих предпринимателей, которые уже как-то оформлены. Второй вопрос для предпринимателей это иностранцев, которые в виде релокантов переносят сюда свое дело, свой бизнес. И второе, это для, как раз таки отмечал, для нового поколения предпринимателей, которые опять-таки не знают, для них налоговое это что-то непонятное, незнакомое. Вот поэтому, наверное, хотелось бы пожелать, чтобы налоговая доработала эту часть, и у нас было меньше вопросов. Это повлияло очень сильно для людей, которые хотят запуститься быстро, чтобы он не ходил, не маялся, где мне получить информацию, как, что, где, когда и так далее. Чтобы раз, два, три, и он получил уже полную информацию, и пошел уже регистрироваться и начинал уже заниматься своим любимым делом, которое приносит ему прибыль. Наверное, как-то так. Спасибо. С этим на самом деле всегда были проблемы, недостаток информации, сложно дозвониться в колл-центр. Я слышал, вы еще собираетесь какие-то боты делать в Телеграме вроде как раз таки в этих целях. Я думаю, это как раз таки, если вы реализуете, это очень помогло бы нашим новым потенциальным налогоплательщикам из числа вновь прибывших и из числа вообще новых, кто собирается заняться бизнесом. Наверное, и последний вопрос у меня, Эдуард Климович, наверное, и потом перейдем уже к формату вопрос-ответ. Эдуард Климович, вы очень так умеете сформировать мысль четко. Вы как представитель бизнеса, как представитель IT-сообщества, повышение качества обслуживания налогоплательщика звучит достаточно обширно. Но в конечном счете простой гражданин, простой налогоплательщик, простой предприниматель, что должен получить от цифровизации налоговой? Потому что там новый личный кабинет, СФ, ТТН, ККМ, это все инструменты. А в конечном счете, как продукт, что должен получить потенциальный клиент налоговой службы от тех процессов цифровизации, которые они проводят? Спасибо за вопрос. Можно я отвечу как Эдуард Турдалиев, как гражданин, чуть-чуть за рамки своих полномочий выйду, но мне кажется, я должен это сказать. В Кыргызстане очень сложно делать бизнес. Исторически мы маленькая страна, у нас есть географические определенные лимиты.
очень конкурентная среда, но с другой стороны мы вырастили очень большую плеяду сильных предпринимателей и очень сильный креативный слой людей, которые уже зарабатывают на миллиметрах или миллисекундах. Им очень тяжело, да, мы должны это понимать. Сейчас даже попробуйте открыть какое-нибудь маленькое дело, вы столкнетесь, что, оказывается, в Кыргызстане уже этого много. И поэтому вот, деньги снимают маски между отношениями между людьми, государством и обществом. Поэтому налоги — это очень щепетильный общественный договор, можно так сказать. Поэтому к нему надо подходить очень взвешенно. Что такое взвешенно? Вот сейчас мы все строим эти инструменты. Для чего? Для того, чтобы контролировать бизнес, да? Ну, типа, осмотреть, что они делают, а может быть, что-то не так делают. А я хотел бы сказать о том, что эти инструменты также могут применяться для контроля самого государства, потому что мы хотели бы сейчас автоматизировать, например, камеральные проверки, чтобы они были обоснованы, чтобы след оставался, чтобы этот инспектор, который пришел проверить, он действовал в правом русле. И чтобы это можно было открутить назад ретроспективу и привлечь к определенной ответственности. Поэтому вот эта вот цифровизация для меня это вот общественный договор, который должен работать и в ту, и в эту сторону. Это первое. Потом, если проще сказать, то наша жизнь, мой друг это сказал, формула, она мне понравилась. Жизнь вообще, формула жизни простая. Она заключается в том, что у хороших людей жизнь должна улучшаться, а у плохих людей жизнь должна ухудшаться. Правильно? Вот я вот думаю, вот, я вернусь к госуслугам, и причем тут налоговые. Вот я сейчас вернусь к этому, это очень важный момент. Вот мы вернее, я уже не государство, я имею в виду, государство делает многие вещи, и самая крутая вещь — это за 2 часа паспорт. Очень мало стран, где дают за 2 часа паспорт. И у меня вопрос такой, а почему может претендовать человек на специальную услугу, это специальная услуга государства, который сам имеет там 35 дорожных штрафов, да, и который не соблюдает определенные социальные нормы? Почему государство должно заботиться о нем? Нет, паспорт мы ему дадим, это Конституция, но вопрос, почему именно за 2 часа ему? Что он такого сделал для общества и государства, что мы должны сделать ему определенные такие преференции? Это относится к налоговой. Почему, например, есть у нас компании, которые работают в зеленой зоне, не имеют, допустим, доступа к более облегченным не отчетам, имеется к ресурсам, например, там, господдержки с низкими там, процентными ставками. И вот, то есть вопрос такой, да, то есть мы должны создать такую систему, которая на самом деле поощряет хороших людей, людей, которые имеют, имеют позитивные цели и так далее. И последнее, что я хотел сказать, вот мы смотрим, человеческая психология заключается в том, что даже за 5 минут паспорт, да, ему, он найдет какую-то жалобу. То так на него не так посмотрели, то в ЦОНе не так пахнет, уже даже так говорят. У меня друг таксует, он говорит, говорят, таксисты воняют, жалуются. А я хотел сказать, пассажиры тоже воняют. Ну так, пошутите. И к чему это все? То есть, мне кажется, мы не за тем гонимся, когда говорим о госуслугах. Как будто государство должно. На самом деле, госуслуги должны развивать потенциал человека, смотреть на его рост, как это происходит. Я хотел бы знать, например, сколько государство на меня потратило до 19 лет, когда школа, садик, университет бесплатно я учился. Потом я хотел бы честно знать, сколько я дал обществу и государству в виде налогов, социальных отчислений. И потом 63 года, сколько государство на меня потратило. И если мы будем смотреть на с точки зрения вот этого процесса, нам надо поменять парадигму, и тогда мы вовлечем граждан в эту дискуссию. Во-вторых, мы будем конкретно знать, слушайте, честно, к стоматологу государственному я уже 20 лет не хожу. Наверное, тут все такие. А кто знает, какие бюджеты списываются на нас,
с этой точки зрения. Представляете, вы будете сидеть, и каждый год вы будете получать выписку, и вам говорится, там, на вашу болезнь государство потратило лечение столько-то, на обучение ваших детей столько-то, а вы, соответственно, заплатили налогов в общество, не в государство, а в общество. И как имеет право человек претендовать на какое-то мнение, ну я имею в виду существенное мнение, которое на самом деле получил от государства, например, в виде поддержки там 100 тысяч сом, а налогов заплатил 10. Вот этот вопрос. И все это заканчивая как бы там свое вот это вот свой посыл, я хотел бы сказать, что чего нам не хватает? Нам не хватает в самореализации и компетенции для строительства. Мы на самом деле разучились что-то созидать, что-то строить. Поэтому мой девиз, который я хотел бы, чтобы он у вас тоже в голове прокрутился, который держу в голове, он называется «Кыргызстан как процветающая и созидающая нация». Спасибо. Спасибо. Очень мощно сказали, я вот так сказал. Да. У нас остается время, да, на пару вопросов еще? Ну, давайте дадим, потому что будет... Да, пару вопросов, наверное, уже из зала, традиция. если есть желающие. Гуляр Туравна ушла, да, она отдельно про ККМ хотела спросить. Ну, наверное, да, я переадресую ее вопрос, наверное, это актуальный вопрос. То решение, которое налоговая запустила, ККМ, почему оно не интегрируется к кассовому ПО, бухгалтерским системам, потому что такие функции есть, насколько я не ошибаюсь. Вот, на этот вопрос могли бы ответить? Да, как раз таки вот до этого отмечали, раньше были конкретные аппараты там, советского производства, только их нужно было покупать, там, 10 плюс моделей. Да. Сейчас на самом деле это в хорошем смысле слова это зоопарк, там, начиная от приложений, там, заканчивая крутыми аппаратами за $800. Но в то же время, как я и говорил, есть даже прямая интеграция. То есть мы даем API-интеграцию, то есть протокола. Кто хотите, тот живите, да, как говорят же. Но тут цифровизация, она не бывает односторонней. Это процесс двухсторонний. Да? Если у предпринимателя учетную систему не поддерживает наши протоколы, значит надо доработать. То есть, в принципе, 1С запустил, например, свой программный ККМ. Может быть, 1С и не хочет открывать эти протокола, чтобы все, например, пользовались их программным ККМ. То есть тут надо разбираться, но на самом деле у нас все взаимодействия, они выложены на сайте, то есть любой более-менее программист может зайти, посмотреть, и как можно подключиться к нашему серверу. Да? И это, я еще раз повторяюсь, мы не хотим даже знать, это аппарат или программа, или это учетная система. У нас все в открытом виде. Спасибо. Да, пожалуйста, вопрос. Вот у нас частые элементарные запросы, это запрос, который часто, да, это справка о неимении задолженности. Мы это так долго ждем, элементарно взять, например, систему электронных государственных закупок. Если даже там нет интеграции, да, каждый налогоплательщик, который должен туда зарегистрироваться, он должен получить сперва справку, выждать очередь, потом это отсканировать и забивать в этот сайт. Когда ожидать вот автоматизацию, да, вот этой справки? На самом деле она уже давно запущена. Наш сервис в Тюмбике по налоговой задолженности уже, если не ошибаюсь, 3-й год работает, и госзакупки полностью автоматизированы. Бывает иногда сбои в самой системе госзакупок, когда они не могут подтянуть данные. Но многие госорганы, банки, везде у нас справки работают. Да, я добавлю, если не ошибаюсь, да, на портале госзакупок это реализовано, года 1,5-2 уже как там она обновляется, да? Просто исправляют, что у вас нет задолженности, а на справку она не выдает. Да, и вот Это не надо. это вот хороший вопрос. Информация о неимении задолженности и справка об отсутствии задолженности. Потому что вы без проблем даете информацию, есть задолженность, нету, а если дайте мне справку, пожалуйста, территориальный УГНС, добро пожаловать. Да, кстати, вот по второй части, по справке, скоро будет это тоже в новом личном кабинете сделано, потому что мы, госорганы, банки, вот сотовые операторы, они все берут напрямую через Тюндюк, но есть налогоплательщики, которые хотят в бумажном виде, чтобы там получить
отдельный где-то там день. И через кабинет налога будет доступна справка с электронной подписью, как Да, полагается. да. В следующем году, до конца следующего года. Это пятая вещь, которую вы пообещали. Все запомнили? Ну и, наверное, последний вопрос. Да, вот, пожалуйста, девушка. Говоря о повышении качества обслуживания налогоплательщиков, хотела озвучить одно маленькое пожелание. Вообще спасибо за все, что вы делаете. Мы, как налогоплательщики, замечаем, это облегчает очень нашу работу. И мое предложение касательно работы колл-центров. К сожалению, колл-центр — это, многие знают, не всегда можно до них дозвониться. Вот. И на примере работы банков, все банки ввели службы колл-центров еще через социальные сети. И было бы хорошо, если бы можно было бы оставить сообщение, если не дозвонишься, потому что с течением времени этот вопрос не снимается, но когда сотрудники колл-центра имеют возможность обработать и оставить ответ, было бы очень хорошо получить ответ даже по другим каналам также. Спасибо. Говорил, по-моему, у нас предполагается в скором времени большие изменения, это 2 раза увеличение штата, мы новое программное обеспечение закупаем, где как раз и будет взаимодействие через социальные сети, телеграм-боты, чат-боты, это только по номеру 116, который сейчас наш работает. Отдельно, в курсе или нет участники, мы уже больше полугода назад запустили службу техподдержки в телеграм-канале, у нас свой канал, то есть там очень много налогоплательщиков, технические все вопросы задаются там, методологические вопросы вот по номеру 116, который скоро, как я говорю, обновится. И третье, это вот новый сайт, как раз вот сейчас прозвучали вопросы, что как стать налогоплательщиком, что надо сделать. Мы в этом новом сайте как раз отдельно будет раздел пошагово, как, во-первых, стать налогоплательщиком, какие режимы лучше выбрать, то есть простым языком, они вот языком налоговика, когда статья 326, иди посмотри, да, вот для обычных людей пошагово, как выбрать режим, как сдать отчеты, это как раз таки в новом кабинете мы уже разрабатываем, я надеюсь, как раз обновление колл-центра, вот, усиление техподдержки и новый сайт, это все поможет налогоплательщикам там, лучше исполнять свои обязательства. Спасибо большое. Хотел бы сказать, вот я сам люблю тоже пробовать какие-то новые вещи на своем примере. Я в этом году 3 раза столкнулся с налоговой. Первый раз я сдавал единую налоговую декларацию. Я сдал ее через кабинет налогоплательщика. Зашел, удаленно сдал. Второй раз я оплачивал налоги за машину. Я ее оплатил через мобильное приложение, стороннее мобильное приложение. Не буду говорить какое, дабы не было рекламы. И третье, я вчера первый раз в жизни приобрел патент. Тоже через стороннее мобильное приложение, тоже не буду говорить какое. Но я, не заходя в кабинет налогоплательщика, получил патент. Буквально там сгенерировал, отправил, оплатил, потом зашел через полчаса, у меня уже все в приложении патент, который с QR-кодом можно отправить. И на самом деле, ну, я понимаю, что я не тот бизнесмен, не тот коммерсант, который каждый день вынужден сталкиваться с налоговой. Но я как обыватель сторонний, да, вот 3 раза столкнулся, я 3 раза не ходил в налоговую. Я даже не звонил в налоговую, я вот как бы все через стороннее приложение. И это не может не радовать. Ну, я хочу пожелать удачи, успехам коллегам из налоговой службы. Я надеюсь, этот формат он будет ежегодный, и мы через год опять встретимся и спросим, запомнили, да, по 5 пунктам, что там у нас, как уже прошло время. Ну, еще раз всем спасибо, всего доброго.